О том, что нужно блокировать сайты и публикации в интернете, призывающие к экстремизму, никто не сомневается. Другой вопрос – оперативность. Сейчас, например, для закрытия опасного ресурса в суд должен обратиться прокурор, затем Фемида инициирует изучение материала экспертами, и только на основании их заключения принимается решение. И пока все это происходит, а это недели, а порой и месяцы, доступ интернет-пользователей к ролику или, например, тексту с призывом экстремистского толка остается открытым. Что делать? Минтранс и ГКНБ считают, что есть только один выход – определить временные сроки для вынесения судебного решения. Производство по заявлениям о признании информационных материалов экстремистскими, в которой определяются сжатые сроки принятия таких дел, производства и сокращения сроки их рассмотрения по существу в судебном порядке, то есть от 3 до 5 дней. В качестве дополнительной ограничительной меры законопроектом также предусматривается временное ограничение доступа к информационным материалам, содержащих экстремистские признаки, как мера по обеспечению иска. То есть не ждать решения суда, пока Фемида думает разрешить спецслужбам совместно с Министерством транспорта и коммуникаций срочно блокировать тот или иной опасный материал. Для этого оперативно дается поручение провайдерам, и те, соответственно, также, не дожидаясь вердикта Фемиды, должны будут закрыть доступ. У некоторых депутатов такой подход вызвал опасения, что чекисты начнут блокировать не только экстремистские сайты, но и, например, неугодные СМИ. Это правильная инициатива, надо поддержать. Но я, знаете, чего боюсь? Мы сегодня хотим наделить прокурора такой властью, которая даст ему без заключения экспертов закрывать сайты. А кто даст гарантии, что этим механизмом завтра не будут пользоваться в отношении оппозиционных СМИ? И как прокурор будет определять, является материал экстремистским или нет? Мы можем дать гарантии. Если говорить по экспертизе, то еще до обращения в суд она будет готова. У нас есть органы дознания. Например, если по религиозным вопросам, то экспертное заключение будет готовить Госкомитет по делам религий. Все будет в рамках закона. Другой вопрос, а если, например, у той же госкомиссии компетентные эксперты-теологи, которые в сжатые сроки могут определить в публикации признаки экстремизма? Инициаторы заверяют, что есть. Впрочем, потом добавляют, по материалам, где террористы откровенно призывают убивать и насиловать, большим экспертам быть и не надо. Была бы моя воля, я бы безо всяких судов все эти ролики блокировал. Но есть закон, и я должен его исполнять. Вы сами видите, какой поток информации идет в глобальной сети. Вы меня извините, но если террорист откровенно призывает к войне против своего же народа, тут не надо ждать, пока суд решит. Поэтому мы предлагаем временную блокировку. Если суд скажет, что мы неправы и у нас неправильная экспертиза, материал будет разблокирован. С этим депутаты согласились. И несмотря на то, что инициаторы не принесли им так называемого АРВ, анализа регулятивного воздействия и расчетов, какие расходы при этом понесут провайдеры, призвали, тем не менее, сразу принять поправки. Пока прокурор обратится, пока там суд вынесет решение, вообще бы я предложил вот эти все, вот технически, если это возможно, нам бы ограничить доступ всех вот этих сайтов, которые идут из-за бугра. Их надо, нужен какой-то совет, наверное, заинтересованности. Здесь не будет ущемления каких-то прав гражданских. Это будет усилить, поможет работу нас безопасности. То, что мои коллеги говорят о том, что дождаться отдельным пакетом, мы уже опаздываем с принятием этого закона. Поэтому я вас прошу, коллеги, дать возможность службе национальной безопасности, действительно, потому что информация экстремистского характера вербует людей мгновенно. У нас семьями уезжают в Сирию. И все это и происходит через... Мы должны вооружить людей, специалистов, возможностью пресекать эти вещи. В итоге депутаты решили одобрить концепцию поправок, а во втором чтении поручили инициаторам уже поработать над редакцией закона. Например, указать блокировку не только сайтов экстремистского толка, но и террористического. Есть, говорят, в этих понятиях разница, и лучше все же их прописать. Манас Ачгидов, Алтынбек Каныбекулу, НТС.